23 августа по 30 сентября пройдет основной этап всероссийской переписи населения. На отдаленных и труднодоступных территориях транспортное сообщение с которыми будет затруднено в этот период, кампания пройдет с 1 апреля по 20 декабря. Обсудим детально прямо сейчас это, а также уровень подготовки Башкортостана к всероссийской переписи населения с гостем программы интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата. Павел Александрович, здравствуйте. Добрый день. С приездом в Уфу давайте начнем с обсуждения деловой программы визита. Я знаю, что состоялась встреча с главой республики Радием Хабировым. Какие вопросы вошли в повестку и, может быть, даже уже есть какие-то соглашения? Ну, мы действительно встретились не только с главой, но и со всем кабинетом министров, обсудили и подготовку переписи в первую очередь, и текущие насущие вопросы касательно различных статистических показателей. Договорились, что скоро к нам приедет делегация от республики, где мы обучим специалистов, как мы считаем показатели статистические, из чего они состоят, как их использовать лучше, эффективнее для принятия решений. Хорошо, давайте начнем тогда уже в главной теме, подготовка всероссийской переписи населения. Какие задачи стоят перед Росстатом, ну и как вы можете прокомментировать перенос проведения? Ну, действительно, пришлось сейчас немножко опять сдвинуть сроки, потому что мы планировали, что пройдет в апреле месяце, но пандемия у нас еще до конца не заканчивается, к сожалению. Вакцинация только началась в населении. И вот рассчитываем, что к сентябрю месяцу будет сформирован коллективный иммунитет, и тогда уже перепись можно будет пройти спокойно и безопасно. Ну и, соответственно, конечно, возникают некоторые сложности и трудности в связи опять с переносом. То есть надо какие-то настройки сделать, уточнения. Ну, приехали посмотреть, как это происходит сейчас непосредственно у вас в республике. Были приятно удивлены. Встретились со всеми главами муниципальных образований. В принципе, работа вся не останавливается. Все уже, практически все готово. Сейчас единственная большая сложность — это люди, переписчики, потому что все были настроены выйти работать в апреле. У всех были планы на осень, отпуска. Там дети в школу идут, в садик готовить и так далее. Но, в принципе, сейчас уже все главы отработали с потенциальными переписчиками, и люди понимают важность мероприятия, и 99% опять же людей согласилось выйти точно так же в сентябре, изменив свои планы. По переписчикам собран ли штат? Вот как вы характеризуете в целом по стране? Есть ли вакансии, может быть, есть желающие, кто хочет присоединиться? Ну и на каких условиях они могут поработать? Нет, штат собран, но он никогда список не закрывается, потому что ситуация жизненная разная бывает. Человек может заболеть, ему нужно найти замену, искать будет некогда, поэтому мы всегда держим резерв. В республике тоже такой резерв сформирован, то есть у нас потребность около 10 тысяч переписчиков, но в резерве еще есть тысячи подготовленных людей, которые в любой момент могут выйти и заменить в поле отсутствующих. Если кто хочет пойти работать переписчиком, он может просто обратиться в наш территориальный орган, его запишут. Когда придет время, ему позвонят, заключат договор. Эта работа не бесплатная, то есть это будет оплачиваемая работа. На данный момент уровень оплаты труда переписчика составляет 18 тысяч рублей. И когда настанет время, его обучат и дадут планшет, с которым он пойдет переписывать людей, и все. Что входит в обязанности переписчика? И безопасность – очень важный вопрос. В обязанности переписчика входит очень простая функция одна – слушать людей и записывать все четко, что говорит человек. То есть при переписи мы не спрашиваем документов, мы не смотрим ничего, ни паспорт, ни владение квартирой, никаких справок, ничего. Все записывается со слов человека исключительно. И переписчик должен просто найти подход к каждому человеку, выслушать его и записать все в анкету. Их безопасность? Безопасность их, конечно, мы прорабатываем и с органами безопасности, то есть все сложные квартиры мы заранее будем знать, туда никогда переписчик один не пойдет, пойдет только с сопровождением сотрудника полиции. И также есть, если переписчик захочет получать свою заработную плату через Сбербанк, то Сбербанк его бесплатно застрахует от несчастных случаев на все время проведения переписи. Но я надеюсь, что ничего не случится. В прошлую перепись было всего 4 несчастных случая, и то очень таких легких. Люди немножко потянули ноги, руки и так далее. Скользко, гололед, упали.
С вами мы обсудили переписчиков, технологическая сторона вопроса. Вы уже отметили, что планшеты будут использоваться. Кроме того, есть альтернатива пройти всю процедуру через госуслуги. Поподробнее расскажите, пожалуйста, про эту часть. Ну, вот про планшет. Значит, если кто помнит прошлую перепись, то переписчик всегда ходил с пачкой листов переписных. Теперь все это будет в цифровом виде. То есть все анкеты будут заполняться только на планшете и храниться там же. Это все будет зашифровано, поэтому утечки данных никакой невозможно, и переписчик дальше уже после сохранения анкеты даже исправить ее не сможет и внести что-то, изменить, записать. Но все равно как бы встречаются такие мифы, что как бы переписчик тебя слушает, а записывает совершенно что-то другое. Ну, или там как-то неправильно там какие-то ответы, вопросы и тому подобное. Поэтому если вы как бы не хотите быть, точнее хотите быть уверенным, что все записано правильно с ваших слов, можно зайти на портал госуслуг и заполнить анкету самостоятельно. То есть дома, в любое удобное время, когда тебе как бы комфортно со всей своей семьей сесть и заполнить анкету сразу на всех. Есть у многих вопрос, насколько актуален сейчас обход жителей, вот такой именно вариант, да, как вы можете прокомментировать? Ну, лучшего не придумали. Есть много мифов, что у нас есть все базы данных, мы про всех знаем. Там, с советских времен в КГБ хранится папочка на каждого. Я вас разочарую, что нет такого ничего. Нам бы, вот статистикам самим бы хотелось иметь полноценную базу данных о населении, но, к сожалению, она отсутствует. Поэтому единственный достоверный источник информации о населении, о численности и, главное, о его характеристиках, это только сами люди. Для чего проводится всероссийская перепись населения, каким образом будет обрабатываться информация и в какие сроки? Ну, главная цель – это получить полный портрет страны. То есть сколько нас проживает, где мы проживаем конкретно, кто мы сами по себе, там, возраст, пол, социальное положение и так далее. То есть получить всю характеристику о людях. И дальше, конечно, это используется при разработке различных программ, принятии решений. То есть тут нужно построить детский садик, да? Такой самый яркий пример. Мы же все очень много живем не по прописке, правильно? То есть где вот как получается. Государство смотрит по реестрам, тут прописано 5 человек с 2 детьми, а по факту там их 100. И только перепись может это показать, и, соответственно, уже на основании этого решения будет приниматься, что здесь вот нужно построить детский садик в этом районе. А вот так, если посмотреть, что уже люди могут ощутить, мелочь такая небольшая, но при подготовке к переписи все муниципальные образования вместе с нами работают хотя бы вот просто над устранением ошибок в указателях, в нумерации домов. То есть сейчас, вот, если посмотрите, по всей республике эта работа закончена, на каждом доме висит номер, висит название улицы, то есть хотя бы просто элементарная навигация уже для людей сделана. Кто основной объект, кто использует эти данные переписи? Ну, в первую очередь государство, конечно. Но сейчас очень большой интерес и научное сообщество как бы высказывает в отношении этих данных. И у нас сейчас идут запросы на данные переписи 2010 года, 2002 года. Я знаю, что вот у вас в республике ведется активная работа по оцифровке данных переписи 1897 года, потому что людям просто интересно посмотреть, кто здесь жил. И не только, Павел Александрович, у нас очень богатые архивы оцифрованные, поэтому... Ну, да, может быть, уже и больше. Ну, просто мне показывали вот на самую первую перепись непосредственно. Да. Потому что людям интересно просто понимать, кто проживал всегда там, да, в том или ином городе, населенном пункте, как бы нашу историю и так далее. А перепись это все сохраняет. И несколько слов про анкету. Что она из себя представляет, сколько вопросов, вообще сколько займет беседа по времени переписчика и человека, к которому он придет? Ну, давайте говорить, не человеку, а он все-таки приходит в семью, наверное. Да? То есть, семью, да, мы же переписываем сразу все домохозяйство. Да. Ну, на самом деле, если в первые дни переписи у переписчика будут сложности, он должен привыкнуть, будет немножко дольше. Но потом минут 15-20 это максимум, что будет занимать перепись человека. На портале госуслуг аналогично. То есть вы можете зайти, просто тоже минут 15-20 потратить и перепишитесь. Вопросов всего 23 на каждого человека. Еще есть один лист об описании непосредственно помещения, где человек проживает. То есть там характеристики квартиры или дома частного и так далее. А каждый человек заполняет на себя анкету из 23 вопросов. Они очень простые, не содержат никакой суперсекретной информации. Когда вот что там кто-то узнает о ваших доходах, еще чего-то, нет, там такой информации вообще не существует. Никто не спросит у вас, сколько вы зарабатываете, законно вы это зарабатываете. Нас это вообще не интересует, нас интересует просто там факт. Есть ли у вас зарплата, есть ли у вас пособие, а как, что, почему, это не к нам. Вот. Интересные вопросы добавлены, допустим, для республики, наверное, будет посмотреть результаты
ответов на вопрос по трудовой миграции. То есть, если мы раньше спрашивали всегда в переписи вопрос только, имеется ли у вас работа, то в этот раз мы спросим не просто, имеется ли у вас работа, а где эта работа находится. В этом же населенном пункте, или же это соседнее муниципальное образование, или вообще другой регион. То есть, и вот с точки зрения вот вашего региона промышленного, где у вас есть много вахтовиков, и люди ездят тоже на вахту, на заработки, вот анализ этих потоков трудовой миграции очень важен. То есть, хотя бы даже просто для создания сети транспортной доступности, чтобы люди могли спокойно добираться до работы. Ну и с точки зрения географии у нас порядка 40, ну не только, и вообще социальной такой карты, порядка 40% жителей это сельские жители, что тоже может быть интересно, я думаю, Росстату. Да, а какие еще вы видите особенности республики? Вот вы уже отметили коротко уровень подготовки, что достаточно на высоком уровне. Что еще вы видите относительно нашего региона? Ну вот вы сказали про 40% населения сельского. Действительно, это одна из особенностей республики, потому что во многих других субъектов этот процент гораздо ниже. Соответственно, и здесь особенность, конечно, и все демографические процессы на селе протекают по-другому. И вот есть несколько у вас районов, где у вас численность населения всегда прирастает, никогда не происходит сокращение. То есть естественный прирост всегда в плюсе. То есть люди придерживаются традиционных ценностей, рожают больше, у них большие крепкие семьи. И вот это тоже посмотреть, поанализировать будет очень интересно и важно. Ну и небольшое напутствие, Павел Александрович. Ну, я вам хочу сказать, слоган переписи у нас «Создаем будущее». И я вот всех призываю прийти, переписаться самим или с переписчиком и создать самим свое будущее. Спасибо вам большое, что вы сегодня Спасибо. в нашей студии главного телеканала Республики так подробно рассказали о предстоящей всероссийской переписи населения. Гостем программы «Интервью» в эфире БСТ был заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, и мы говорили о том, что всероссийская перепись населения, основной ее этап пройдет с 23 августа по 30 сентября, ну а в труднодоступных местностях пройдет с 1 апреля по 20 декабря. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.